Освоить профессию будущего теперь станет гораздо легче. В Магасе на базе Ингушского госуниверситета открылась первая в республике IT-школа. Для юных будущих специалистов информационных технологий это просто радостное событие. Реализовать масштабные проекты на онлайн-платформах ребятам будут помогать опытные специалисты. К слову, некоторые из учеников уже готовы представить миру свои открытия. Пообщаться с ними довелось моей коллеге Хаве Гагиевой. Никаких обыденных домашних заданий, только практика. Это один из принципов занятий летней школы программирования. Уникальные возможности развития личности за монитором Михаил Латыров. Мальчик мечтает в будущем стать специализированным программистом и сейчас для этого прилагает все усилия. На сегодняшний день у меня уже есть два проекта. Один проект называется игра «Платформер». Я должен прыгать по платформам и убегать от мяча, который за меня преследует. И должен продержаться минуту. Второй проект – это проект «Стрельба по шарикам». Я должен попадать в шарики. Пропущу 10 шариков, игра начинается заново. Надо как минимум попасть в 50 шариков. А как у тебя возникла идея для этих проектов? Ну, просто я вспомнил, во что я играл в детстве сам, что мне нравилось, и решил попробовать воссоздать или сделать что-то поинтереснее. Летняя школа по программированию – это возможность для ингушских школьников изучить бесплатно IT-основы и получить необходимую практику. Занятия проводят квалифицированные специалисты, а именно преподаватели Ингушского государственного университета. Идея запустить школу у руководства вуза зародилась не спонтанно. IT-индустрия давно известна тем, что дает большие возможности. Сегодня это самая востребованная отрасль. В будущем интерес к ней будет только расти, и современная молодежь это понимает. Собрали 3 группы по режиму офлайн. У нас получается 2 режима офлайн и онлайн. То есть офлайн, когда дети могут непосредственно присутствовать на этих занятиях, они проходят. А в режиме онлайн, всем известный формат. Заявок было очень много. Мы их отбирали именно по тем критериям, то есть кто первый, тот и записался. Так, именно в режиме офлайн у нас ограничения по посадочным местам. Там в одной группе 14 человек, у нас порядка 3 групп. Занятия они начали почти, можно сказать, больше 10 дней, как они занимаются. А так у них 2-недельный интенсивный курс по программированию, именно по азам программирования. У этих ребят свои приоритеты и понимание. Компьютер для них не средство для игр и развлечений, а помощник человека в его непростых повседневных делах. Начинать нужно с малого, признается Мурат Газгиреев, а потому его первостепенная задача – выстроить правильный алгоритм действий. Тут мы используем командный блок, когда нажат флаг и его изначальные координаты. Также ставим те же команды. И, естественно, мы в конце добавляем то, что если он касается кота, он возвращается на изначальные координаты и произносит любую фразу. И при касании того спрайта, к которому он направлялся, он заканчивает данный уровень. Чтобы правильно познакомить детей с программированием, был выбран графический язык Scratch, созданный специально для детей и подростков. Он ориентирован на онлайн-платформы. Это позволит юным программистам поделиться своими результатами на одноименном сайте. Scratch очень идеален для первой пробы в программировании. А после изучения легко бывает перейти на другие популярные языки программирования. Данный курс поможет им научиться применять решения, ставить перед собой цели и добиваться их. А еще обучение тренирует креативность, логику, умение общаться с другими ребятами. Я считаю, что обучение Scratch – это отличный старт, если ваш ребенок собирается посвятить свою жизнь программированию. Изучая Scratch, они смогут создавать мультфильмы и игры. По сути, это очень увлекательный процесс. А вот Салиму Бекову можно смело назвать представительницей прогрессивного поколения. Несмотря на то, что в группе она одна из самых маленьких, девочка уже успела создать 2 проекта, об одном из которых она рассказывает с гордостью. Вот моя игра – это мой первый проект. Тебе надо прицеливаться в эти шарики и стрелять в них, потом они лопаются. Как я должна этим управлять? Вот, мышкой. Чисто вот мышкой, прицеливаться, да? А есть какие-то правила? Например, пропустить нельзя или сколько шариков нужно? Как хочешь, можешь и пропускать. Но мне интереснее бывает, если я не пропускаю и все сразу лопаю. Вроде бы у меня получается, да? Да. По окончанию занятий каждый ученик получит именной сертификат и свой готовый проект. Начинающие специалисты, или как их еще называют айтишники, влияют на жизнь республики уже сейчас, подавая конкретные идеи и полезные для общества инициативы. Вот они, будущие программисты. Именно от них зависит наше современное завтра. Но пока они дети и просто создают мультфильмы и игры. Хава Гагиева, Магомед Дидигов, Новости 24.